Божьей помощью нам удалось познакомиться и привлечь к работе иностранных селекционеров. Это и из Америки, из штата Айовы, из Сербии. Дмитрий Цгоев знакомит министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова с деятельностью своего предприятия. Федеральный чиновник прибыл в Осетию с рабочей поездкой. Ир-Агро – единственный завод в Северной Осетии, где выращивают гибридные сорта кукурузы и других зерновых культур. Правда, есть трудности – не хватает земель и денежной поддержки. Получить субсидирование очень сложно. Сначала нужно вложить свои средства и только потом рассчитывать на компенсацию. Лев Кузнецов отметил, что таким предприятиям нужно включаться в государственные программы и через них получать финансирование. Мы должны рассматривать не меры поддержки одного министерства, а в целом программу, которая существует на уровне Российской Федерации. А их большое разнообразие и с точки зрения и гарантий, и с точки зрения, мы слышали, прямых компенсаций осуществленных затрат, и субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, и гектарная поддержка. Наша задача научиться ими пользоваться. И вторая задача – быстро, скажем так, заявляться, потому что мы знаем, денег ограниченное количество, мы все понимаем, да, и тот, кто быстрее придет, то представит качественные проекты, тот имеет право и воспользоваться этой помощью. На сегодняшний день Ир-Агро производит 1000 тонн в год. Зерновые культуры продают в соседней республике. Назвать это импортозамещением пока сложно. 60% семян иностранные. Однако министр подчеркнул, что для наращивания объемов производства есть хорошие перспективы, и государство готово оказать помощь. В рамках визита в Северную Осетию Лев Кузнецов посетил и завод «Баспик». Министру показали готовые проекты, которые также нуждаются в финансировании. Например, создание оптического стекла высочайшего качества. А это уже серьезная заявка на пути к импортозамещению. Это серьезнейший проект «Волокно». Есть проект, значит, в области медицины, биочипы так называемые. Вот берешь и, значит, в течение 3-4 часов определяешь там и раковые антигены, так сказать, и гепатиты и так далее. Это развивается бурно за границей. Это 6-й технологический уклад. Это очень серьезно. И я считаю, что вот несколько таких проектов составит ядро нового возрождающегося электронного высокотехнологического комплекса в Северной Осетии. Итоги рабочего визита Лев Кузнецов подвел на совещании с бизнесменами Северокавказского федерального округа и руководством республики. Обсудили ключевые проблемы развития малого и среднего бизнеса. Министр убежден, предпринимателям нужно помогать в рамках государственных программ. Первый шаг сделан уже по ходу совещания. Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам Северного Кавказа и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Елена Черенкова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.